Вы увидите людей на сцене, которых объединила любовь не только к выдающемуся композитору, но и к тому глубокому наследию, которое мог породить только настоящий таджик. Великий народ, который может гордиться своим потрясающим поэтическим наследием, у которого были очень непростые этапы жизни, но в самый ответственный момент для многих из нас, для людей, вышедших из Советского Союза, оказавшийся домом для всех национальностей. Наверное, если бы не случилось этой трагедии Великой Отечественной войны, если бы Таджикистан не раскрыл тепло своих сердец и уют своих домов многим, которые приехали и которые смогли там найти вторую родину, сам воздух, это высокое небо, эти горы, люди, земля, все это дарит ту силу, которая только у композиторов находит свое воплощение в совершенно необычной картине мира. Называть таджикский народ народом, считать их народом каким-то полуварваров, народ древнейшей цивилизации, которая была высокоразвитой тогда, когда на территории Московского царства еще белки прыгали по деревьям, понимаете, таджики уже создавали удивительные произведения культуры и искусства, и у них были государства. Да и к 19 веку, когда Российская империя пришла туда, Хива, Какан, Самарканд — это высокоразвитые государства, современные достаточно, которые, может быть, уступали Российской империи в системе организации армии, но во всем остальном они имели систему законов, между прочим, восходящие к VI веку, и которые непрерывно воспроизводились. И вполне, знаете, называть их варварами то же самое, как называть варварами, честно говоря, некоторые государства Италии к этому времени были гораздо более варварскими, чем государства Средней Азии, прямо скажем, по многим параметрам. По крайней мере, Римскую Папскую республику, Папскую область трудно было считать высокоразвитым государством. Поверьте, Бухара и Каканд гораздо более были демократическими.